Село Каджисай Сыкульской области Кыргызстана. Руины бывшего электротехнического завода. На нем более 20 лет перерабатывали уран для производства метрических приборов. После распада Советского Союза предприятие остановилось. Около 4000 работников были уволены. Владимир – один из них. Теперь он охраняет радиоактивную зону. Куда-то надо убегать. А куда бежать? Работы практически нету здесь, во всем Кыргызстане. Охранники не мешают местному населению искать на территории бывшего завода металл. За это получают от сталкеров процент. О том, что находиться здесь опасно для здоровья, знают все, но все равно приходят, чтобы заработать хотя бы на еду. Спрос меняется. Сейчас в приемном пункте просят приносить не кремний и медь. В цене черный металл, радиоактивный. 1 килограмм 2,5-3 сома. Это около 6 центов. В течение недели обычно приходит по 5-6 человек. Они приносят около 10 тонн железа, а мы сдаем этот металл в Бишкек и о дальнейшей его судьбе не знаем. Раз в год группа экологов и санэпидемиологов из областного центра приезжает сюда, чтобы замерить уровень радиации. Этому счетчику несколько десятков лет, но до сих пор он не подводил. Правда, эксперты говорят, батарейки здесь долго не выдерживают. Прибор работает на пределе. На месте захоронения отходов урановой руды излучение в 60-70 раз выше нормы. Экологи уверены, что он был бы ниже, если бы местные жители не вскрывали отвалы в поисках металла. Сейчас здесь 1200 микрорентген в час. Это очень большой уровень радиации. Здесь вредно находиться. Но есть и другая проблема. Во время ливневых дождей селевые потоки могут смыть радиоактивные отходы и прорваться в озеро. О том, что случится потом, даже страшно подумать. 3 года назад сотрудники МЧС закрыли урановый могильник бетоном, соорудили дамбу. Экологи считают этого мало, но на большее нет денег. Местная власть не особо сильны именно в этом плане. Может быть, надо будет конкретно еще раз усилить захоронение этих урановых хвостохранилищ. Основная загвоздка, как всегда известно, финансы. Будут финансы, все это можно будет сделать. В полукилометре от бывшего электротехнического завода живут почти 30 семей. Когда завод закрылся, им предлагали покинуть эти места. Обещали выделить землю в других районах. Не выделили до сих пор. Кутман с супругой переехать уже не надеется. Нету надежды, от правительства вообще нету. Вот МЧС года 3 тому назад приехали закрывать там. Не закрыли, а они сами открыли, вот металли таскали, сдали и уехали. Все, вот очага они открыли. У этого дыма резкий неприятный запах. Радиоактивный газ поднимается из подземной шахты. Земля безжизненна. До поселка всего метров 500. Тынычбек говорит, сотрудники МЧС иногда забрасывают это место какой-то золой. Химические процессы в заброшенных тоннелях под землей продолжаются. Мы живем совсем рядом, а с наступлением лета с июня начинается жара. Солнце печет, и дыма становится все больше, и он все ближе подходит к нашим домам. Что это за газ, мы не знаем. Недавно Тынычбеку понадобилась срочная операция – производственная травма. Чтобы зашить рану на голове, медики решили использовать в качестве импланта кожу с руки, но вскоре передумали. Врачи сказали, что эта кожа на пересадку не годится. Дали заключение, что весь мой организм заражен радиацией на 45%, поэтому кожу на голове заменили пластмассой. Бакыт Калдыбаев – доцент кафедры экологии одного из областных университетов. Его исследования посвящены радиоактивности в регионе. Ситуация в целом благополучная. Нормальный для Приисыкулья фон 25 микрорентген в час, в основном даже меньше. Но в отношении таких мест, как Каджисай, а их в регионе 6, пора принимать экстренные меры. С радиоэкологией мы знаем, что все радионуклеиды, они излучают альфа, бета, гамма излучение, которое чревато опасно, в частности, особенно для млекопитающих, для человека, потому что они могут накапливаться в органах, вызывать лучевую болезнь. Кроме этого, возможно, и для будущих поколений в виде нарушений генетических аномалий, мутаций, которые могут продолжаться от поколения к поколению. Местные жители говорят, их организмы адаптированы к здешним условиям, но в медпункт обращаются с одними и теми же симптомами. Боли в суставах, перепады давления, бронхит, заболевания позвоночника.
Медики успокаивают, лучевой болезни нет. Там, внизу, на побережье Иссык-Куле, начинается туристический сезон. Многолюдье, смех, радость. Здесь тишина, вымирающее место. И в ближайшее время мало что изменится. Люди будут жить в этом поселке, по крайней мере, пока не закончится металл. А его еще много.